Отопительный сезон в Якутии начался раньше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщили во время селекторного совещания правительственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ республики к зиме. О проделанной работе отчитались главы Алданского, Среднеколымского и Нижнеколымского улусов. Слово Александре Охлопковой. Практически все котельные республики начали давать тепло. На проведение отопительного сезона из бюджета выделено 21 миллиард рублей. Львиная доля этих средств потрачена на ремонтные работы. Мы с каждым годом все-таки запускаемся скорее, то есть запуски происходят раньше, чем в предыдущие годы. Если в большинстве районов республики отопительный сезон начался без каких-либо трудностей, то в Алданском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах на сегодня существует ряд проблем. По информации руководства Алданского района, 43 дома поселка Солнечный еще не врезаны в отопительную сеть. Получается, по состоянию на сегодня, конец сегодняшнего дня, у нас останется примерно 10 домов, я правильно понимаю? И завтра вы жилфонд завершаете подключать. Вот. И 24-го у вас профилакторий. По словам коммунальщиков, объем угля в Тамоте небольшой, но эта проблема уже решается. Уголь идет по Тамоту в графике, это идет из-Забайкальский уголь. Сегодня 1000 тонн она поступила, это достаточно для того, чтобы обеспечить Тамотский куст. На октябрь месяц поступление 5000 тонн. По Алдану уголь идет согласно тех контрактов, которые есть. Снег, к сожалению, выпал не только в Алдане, но и выпал в Нерюнгринском районе. Поэтому, да, действительно, уголь идет сыроватый и не того качества, которого бы хотелось. В Ладе больше. Из запланированных 400 тысяч тонн угля на сегодня доставлено 98%, жидкого топлива на 75%. В целом, Госкомитет и коллеги ожидают, что уровни воды позволят доставить груза в полном объеме. По указу Егора Борисова в этом году на подключение к системам отопления в виде адресной помощи выделили 100 миллионов рублей. Приоритет дан арктическим районам. На сегодняшний день процент освоения составляет всего 15%. Среднеколымск, к примеру, который недавно отчитывался, он получил 12 с лишним миллионов. На 15 сентября у нас информация 0% освоения. Поэтому я попрошу, чтобы в этом направлении усилили работу, потому что мы не будем дожидаться конца сентября и, наверное, перекинем эти неосвоенные деньги в другие более готовые районы. За период ремонтных работ заменено 200 километров сетей теплоснабжения. Подготовлено более 1300 котельных и 3000 километров теплосетей. Будущее коммунальщики смотрят с оптимизмом, что этой зимой доставать валенки и кутаться в шарфы якутянам не придется. Александра Охлопкова, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.